На сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется наличием 85 новыми случаями коронавирусной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора, в городе Якутске зарегистрировано 36 случаев. В Мирнинском районе зарегистрировано 23 случая. От 1 до 5 случаев зарегистрировано в 14 районах республики. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах республики, необходимо обратить внимание на то, что сегодня возникла ситуация, при которой достаточно сложной и достаточно серьезной, нестабильной является санитарно-эпидемиологическая ситуация в следующих улусах: в Мирнинском районе, в Тампонском районе и в Усьмайском районе. И если сегодня в Усьмайском районе ситуация имеет место быть в небольшом отдаленном населенном пункте, где отработала уже, соответственно, бригада медиков, и сейчас мы на связи с Усьмайским улусом для того, чтобы разрешить ситуацию и, навести порядок в самом населенном пункте. В Тампонском районе, к сожалению, то заболевание, которое было в группе, имеет, корпоративные контакты и, соответственно, не принятый ряд мер, и повлекло распространение его в целом по Хандыге этого заболевания. И, наконец, Мирнинский район на сегодняшний день, сегодня на оперативном штабе республики глава еще раз обратил внимание, находится сейчас с эпидрасследованием там заместитель начальника управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия Изабелла Самойлова, которая определит причину, соответственно, такого скачка по Мирному, связано прежде всего с заболеванием, которые есть в ряде образовательных организаций республики. Исходя из анализа этой ситуации на настоящий момент главой Республики Саха-Якутия, как руководителем оперативного штаба, данный ряд поручений, прежде всего направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. У нас ситуация складывается таким образом, что есть часть районов и городов, где заболевание было достаточно на высоком уровне в течение всего периода с марта месяца. И в этих районах и городах уже и сложился, как определенного рода начинает подходить к складыванию и коллективный групповой иммунитет, так и, соответственно, лучше исполнялись и более строго следили главы муниципальных образований за соответствующими мерами, которые на территории районов этих происходит. Однако у нас, безусловно, были районы, которые были чистыми от коронавирусной инфекции, в том числе и населенные пункты, особенно отдаленные. В связи с открытием зимних дорог, еще раз сейчас особое внимание всем главам муниципальных образований. Там, где заболевание приходит впервые, оно должно идти по тем же, все его противодействия должно идти по тем же правилам, независимо от того, что в целом, непосредственно по республике ситуация характеризуется определенной стабильностью. На настоящий момент наши лаборатории продолжают работать и осуществлять тестирование населения. Порядка 1028 исследований проведено на территории республики. В целом в республике обработано 938 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание на то, что идет в республике полномасштабная кампания по вакцинации. Уже начали получать вторую вакцину те, кто привился в начале января, у кого подошел срок, относительно записи на первичную, относительно вакцинирования тех, кто еще не получал вакцину, то во всех медицинских учреждениях республики, а также идет через сайт госуслуги, идет непосредственно запись. В то же время я хочу обратить внимание, что, соответственно, перед тем, как посетить больницу, необходимо будет либо связаться, либо же, наши участковые врачи сами позвонят вам и скажут, есть ли смысл приходить в больницу, исходя из того, что происходит небольшая сдвижка по очереди по первичному вакцинированию.
Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на то, что обстановка является достаточно стабильной, тем не менее, мы с вами знаем, что вышли наши дети в школы. Поэтому очень важно, и сегодня глава республики на это обратил внимание на оперативном штабе, чтобы был подключен и общественный контроль для того, чтобы родительский контроль, для того, чтобы отследить, чтобы в школах соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. А это и термометрия, и раздельный вход, и раздельные непосредственно перемены, и как можно меньшее количество контактов детей, соблюдая социальную дистанцию. Однако основной задачей сегодня является вакцинирование нашего пожилого и старшего поколения. Поэтому мы приглашаем и пожилое население наше на запись на вакцинирование, которые для нас сегодня являются базовым приоритетом. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ну а далее продолжим эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Сбор средств объявили для погорельцев дома в Якутске. Также администрация города решает вопрос о временном размещении пострадавших. Культурно-спортивный комплекс построили в небольшом населенном пункте Намского района. Это первый подобный опыт за 100-летнюю историю Якутии. Якутская картина Степана Бурнашова «Харахар» вышла в ограниченный российский прокат. Для встречи со зрителями в Москве съемочная группа выбрала